Старик, ты что, спятил? Как можно от такого отказываться? Эти слова, брошенные с холодным, неприкрытым презрением, до сих пор царапают слух. Их выплюнул человек, для которого мир измеряется лишь толщиной пачки денег в кармане его пиджака. Он явился на порог моего дома, чтобы купить его. Но он не понимал, что этот дом не просто стены и крыша. Старик, ты что, спятил? Как можно от такого отказываться? Эти слова, брошенные с холодным, неприкрытым презрением, до сих пор царапают слух. Их выплюнул человек, для которого мир измеряется лишь толщиной пачки денег в кармане его пиджака. Он явился на порог моего дома, чтобы купить его. Но он не понимал, что этот дом не просто стены и крыша. Это я сам. Моя память, моя душа, вся моя жизнь вросла в эти старые бревна, как вековой мох. И никто, даже я сам, не мог и предположить, что мой тихий, упрямый отказ станет первым камнем лавины, способной похоронить под собой его блестящий, самодовольный мир. Он посмотрел на меня, как на пыль под ногами, как на досадную помеху на пути к цели. Но именно эта пыль, этот старик, которого он списал со счетов, должен был преподать ему главный урок в его жизни. Если вас когда-нибудь пытались сломать, заставить усомниться в себе, в том, что вам дорого, останьтесь. Эта история для вас. Вечер опускался на нашу сосновку медленно, нехотя, словно старая кошка, ищущая, где бы прилечь на ночь. Я сидел на крыльце, на скрипучей лавке, которую сколотил еще вместе с отцом лет 50 назад, и смотрел, как солнце тонет в верхушках елей на том берегу речки. Воздух был густой и прохладный, пах прелой листвой, дымком из соседской баньки и влажной землей, самый родной запах на свете. Сверчки уже настраивали свои крохотные скрипки, где-то в зарослях малины у забора сонно прогудела последняя пчела. Тишина. Не городская, мертвая, а живая, дышащая, сотканная из тысяч едва уловимых звуков. Мой дом стоял чуть на отшибе, у самого леса. Дед ставил. Сруб из костромской сосны, почерневший от времени, с резными наличниками, которые когда-то были ярко-синими, а теперь выцвели до небесной бледности. Каждая половица в нем знала мою походку, каждая трещинка на печи помнила тепло рук моей покойной Анечки. Вот у этого окна она сидела вечерами с вязанием, а под старой яблоней, что раскинула корявые ветви прямо над крышей, мы впервые поцеловались. Этот дом был моим ковчегом в бушующем море времени, моей крепостью. И я не просил у жизни ничего большего, чем право дожить в нем свой век и упокоиться рядом с предками на нашем сельском погосте. Гармония этого вечера была разрушена грубо и бесцеремонно. Сначала донесся звук, чужеродный для этих мест, низкий, сытый рокот мощного мотора. А потом из-за поворота проселочной дороги вынырнуло нечто. Не машина, а исполинский черный жук, отполированный до зеркального блеска, в котором искаженно отражались наши березы и облака. Он медленно, будто нехотя, полз по ухабам, и сама земля, казалось, прогибалась под его тяжестью. Поднятая им пыль еще долго висела в закатном воздухе золотистым туманом. Чудовище остановилось прямо у моей калитки, и на мгновение воцарилась
Звенящая тишина. Мотор затих. Дверь открылась с мягким дорогим щелчком, и наружу шагнул мужчина. Высокий, подтянутый. В таком костюме, какой я видел только в кино про заграничную жизнь. Гладкое холеное лицо, волосы аккуратно зачесаны назад, а на глазах темные очки, полностью скрывавшие взгляд. Он не шел, а как-то нес себя над землей, ступая по нашей траве-мураве так брезгливо, будто боялся испачкать свои сияющие туфли. Он остановился в паре шагов от крыльца, снял очки, и я увидел его глаза. Холодные, серые, оценивающие. Такие бывают у мясника, разглядывающего скотину перед забоем. Он не видел ни красоты заката, ни старого дома, хранящего тепло поколений. Он сканировал участок, прикидывал, вымерял. «Добрый вечер», — произнес он. Голос был под стать глазам, ровный, без эмоций, с едва заметной снисходительной интонацией. «Сидоров Николай Петрович?» Я молча кивнул, не вставая с лавки. Вся его фигура, его запах дорогого парфюма, его аура власти и денег — все это было настолько чужим здесь, что вызывало инстинктивное отторжение. «Меня зовут Штерн, Артур Эдуардович», — представился он, не протягивая руки. «Я так понимаю, это ваше владение». Слово «владение» он произнес с легкой усмешкой, обводя рукой мой дом, сад, старый сарай. В этом жесте было столько превосходства, что у меня внутри все напряглось. «Мое», — ответил я коротко. «А в чем, собственно, дело?» «Дело в том, Николай Петрович, что я хочу его купить», — просто сказал он, будто речь шла о мешке картошки на рынке. «Я готов сделать вам предложение, от которого, как говорится, не отказываются». Брови мои поползли вверх. В Сосновке дома продавались, конечно. Но обычно это были дачи городских, которым надоедало возиться с землей. А чтобы вот так, с налет, «Не продается мой дом», — отрезал я, желая закончить этот разговор как можно скорее. Мне стало неприятно, что чужие, хищные глаза пожирают мое самое сокровенное. Он усмехнулся. Не рассмеялся, а именно скривил губы в усмешке, которая говорила: «Я все это уже слышал, старик. Давай перейдем к делу. Любой человек имеет свою цену, и у всего есть своя цена. Ваше упрямство мне понятно, но давайте не будем тратить время друг друга. 50 миллионов рублей. Наличными или на счет. Завтра же я замер». Воздух застрял в легких. 50 миллионов? За мою избушку? За эти 6 соток, заросших лопухами? Да у нас вся Сосновка столько не стоит. Со всеми ее жителями и коровами. Первая мысль была: он сумасшедший. Или издевается. Я посмотрел на него внимательно. Нет, не сумасшедший. И не шутит. Лицо абсолютно серьезное, деловое. «Вы, мил человек, адресом не ошиблись», — выдавил я из себя. «Тут не Рублевка. Это деревня Сосновка. Мой дом, при всем уважении, и миллиона не стоит. Я не ошибаюсь в таких вещах». Его голос стал жестче, в нем зазвучало нетерпение. «Меня интересует именно этот участок. И именно за эту цену. Подумайте, что вы сможете сделать с такими деньгами. Купите квартиру в Москве, поможете детям, внукам, объездите весь мир.
Вы же не собираетесь до конца своих дней торчать в этой дыре? Дыре. Он назвал мой дом, мой мир дырой. И вот тут во мне что-то щелкнуло. Обида обожгла, как крапива. Та змея искушения, что на миг проснулась в душе при звуке баснословной суммы, сдохла, даже не успев поднять голову. «Я как раз собираюсь», — ответил я, и мой голос, к моему собственному удивлению, прозвучал твердо, как камень. «Именно здесь. Это мой дом, Артур Эдуардович, и он не продается. Ни за 50 миллионов, ни за 100. Разговор окончен». Я демонстративно отвернулся и стал смотреть на темнеющий лес, показывая, что аудиенция закончена. Я ожидал, что он развернется и уйдет, но вместо этого я услышал тяжелый вздох, полный раздражения. «Послушайте, отец», — начал он уже совсем другим тоном, без тени вежливости, — «давайте без этих сантиментов. Я предлагаю вам состояние за эти дрова. Любой нормальный человек мне бы в ноги поклонился». «Значит, я ненормальный», — спокойно парировал я, не поворачиваясь. «Я называю эти дрова домом. И ноги у меня еще крепкие. Кланяться не собираюсь». Он замолчал, и я чувствовал, как затылком сверлит меня его яростный взгляд. Человек явно не привык к отказам. Его мир был устроен просто. Все покупается, вопрос лишь в количестве нулей. А тут какой-то старик в стоптанных калошах рушит его картину мира. 100 миллионов, выдохнул он. 100 миллионов рублей. Это мое последнее слово. Вы просто не понимаете, от чего отказываетесь. Вы совершаете самую большую ошибку в своей жизни. 100 миллионов. Цифра была настолько нереальной, что даже не испугала. Она была просто чужой. Как слово на незнакомом языке. За эти деньги можно было купить, наверное, целый остров. Но можно ли купить на них скрип этой половицы под ногами? Или тень от старой яблони в жаркий полдень? Нет. И я повернулся. Посмотрел ему прямо в его серые пустые глаза и сказал, разделяя каждое слово: «Уезжайте. Мой дом не продается». Я увидел, как его лицо исказилось. Маска вежливого дельца слетела, и под ней оказалось злое, уродливое лицо хищника, упустившего добычу. Скулы заострились, губы превратились в белую нитку. «Старый дурак», — прошепел он, — «ты пожалеешь об этом. Клянусь, ты сгниешь в этой своей конуре и пожалеешь. Ты еще приползешь ко мне, но будет поздно». Он резко развернулся, чуть не упав. Прошагал к своему черному монстру и с такой силой хлопнул дверью, что с яблони посыпались листья. Мотор взревел, как раненый зверь, и машина, разбрасывая комья грязи, сорвалась с места. Я остался один на крыльце. В воздухе еще стоял запах дорогого парфюма и выхлопных газов. Ядовитый коктейль чужого мира. Но потом налетел легкий ветерок, и снова запахло лесом, рекой, домом. Тишина вернулась. Но покой ушел. 100 миллионов. За что? Вопрос бился в голове, как пойманная птица. За что? Ночь в Сосновке всегда была особенной. Непроглядная, бархатная, с мириадами звезд, таких ярких и близких, что, казалось, протяни руку и зачерпнешь пригоршню небесных алмазов. Я всегда любил эту тишину, этот покой. Но не сегодня. Сегодня тишина давила, звенела в ушах отголоском гневного крика и рева мотора. Я не мог спать.
ворочался на своей старой кровати с панцирной сеткой, которая скрипела при каждом движении, словно жалуясь вместе со мной. Образ этого Штерна, его холодные глаза и презрительная усмешка стоял перед глазами, не давая провалиться в забвение. «Старый дурак, сгниешь в своей конуре». Слова, брошенные как камни, больно ударяли по самолюбию. Но чем больше злость утихала, тем громче в голове звучал один единственный вопрос, простой и мучительный. Почему? В конце концов я встал. Босые ноги привычно нащупали прохладные, чуть щербатые половицы. Не зажигая света, я побрел по дому, который знал наизусть, как собственное тело. Вот здесь, в сенях, до сих пор висит отцовский тулуп. Пахнет овчиной и махоркой, хотя отца нет уже 30 лет. Я провел по нему рукой, и память услужливо подсунула картинку. Отец, сильный, смеющийся, подбрасывает меня, совсем мальчишку, к самым потолочным балкам. Я вошел в горницу. Лунный свет, пробиваясь сквозь пыльное стекло, тускло освещал знакомые до боли предметы. Буфет, где Анечка хранила свой лучший сервиз, выставляя его только по большим праздникам. На стене, в рамочке под стеклом, пожелтевшая фотография. Мы с ней совсем молодые, в день свадьбы. Она в простеньком белом платье смотрит на меня с такой любовью и надеждой, что у меня и сейчас, спустя полвека, перехватило дыхание. «Что бы ты сказала, Аня?» — прошептал я в темноту. Назвала бы меня дураком, что от такого богатства отказался. Или поняла бы. Ответа не было. Лишь тиканье старых ходиков на стене отсчитывало секунды моего одиночества. 100 миллионов. Сумма была похожа на мифическое чудовище, которое невозможно представить. Я подошел к окну и посмотрел на свой сад, утопающий в лунном серебре. Что здесь могло стоить таких денег? Земля? Обычная земля, суглинок. Дает хороший урожай картошки и свеклы, если удобрять как следует. Яблони, антоновки, смородина, пара грядок с клубникой. Все. Я прожил на этой земле 72 года. Я копал ее, поливал. Я знаю каждый ее камушек, каждого дождевого червя. Что мог увидеть в ней чужой человек в дорогом костюме, чего не видел я? Мысли метались, одна тревожнее другой. А что, если я и вправду совершил ошибку? Не ради себя, нет. Мои потребности давно свелись к минимуму. Пенсия, огород, дрова на зиму. Но есть же Пашка, сын мой. Живет в городе, в Твери, в ипотечной двушке на окраине. Работает на заводе от звонка до звонка, жена его в детском саду за копейки. Внучка, Катюшка, в 1 класс пошла. Им бы эти деньги... Ох, как бы они им пригодились. Закрыли бы ипотеку, машину бы новую купили, Катюшку на море свозили. Я представил себе лицо Павла, если бы он узнал. Он бы не понял. Он — дитя другого времени. Прагматичный, приземленный. Он любит меня, я знаю. Но и этот дом для него — просто дача. Место, куда можно приехать на выходные, поесть шашлыков и помочь старику-отцу вскопать грядки. Он не чувствует его души. Он бы сказал: «Пап, ну ты чего? Это же шанс. 1 на миллион. Продай, переезжай к нам, будем все вместе жить». И я не смог бы ему объяснить. Как объяснить словами то, что можно только почувствовать? Что продать этот дом,
все равно, что продать могилы предков. Предать самого себя, свою память, свою Аню. Этот внутренний спор разрывал меня на части. Может, Штерн прав, и я просто упрямый старый эгоист, цепляющийся за прошлое и лишающий свою семью будущего? С этими мыслями я встретил рассвет. Бледный, серый, безрадостный. Утренняя роса на траве показалась мне не жемчужной россыпью, а холодными слезами. Я заварил себе крепкого чая, вышел на крыльцо и сел на ту же самую лавку. Но вчерашнего покоя и след простыл. Я смотрел на свой участок другими глазами. Искал, пытался понять. Мой ум, привыкший к порядку и логике, все-таки 40 лет отработал учителем истории, требовал ответа. Я решил подойти к загадке методично. Если дело не в самом доме, значит, дело в земле. Но что? Первым делом я вспомнил все местные легенды и байки. Может, клад? У нас тут места старые. Когда-то богатое имение неподалеку было. Говаривали, будто барин, спасаясь от революции, закопал где-то в окрестностях фамильные драгоценности. В детстве мы, мальчишки, все овраги перерыли в поисках этого клада, но это же сказки. Штерн не похож на кладоискателя-романтика. Он — делец, хищник. Его интересует не золото предков, а реальная, исчисляемая выгода. Тогда, может, история самого участка. Я полез на чердак. Разбирая завалы старого хлама, под которыми пылились десятилетия моей жизни, я добрался до заветного дедовского сундука. В нем хранились все наши семейные бумаги. Я провел остаток дня, перебирая пожелтевшие, ломкие листы, купчие, дарственные, выписки из церковных книг, даже какие-то дореволюционные карты уезда. Я сидел, окруженный призраками прошлого, вдыхая сладковатый запах пыли и тлена, но не находил ничего. Земля как земля. Крестьянский надел, перешедший от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца ко мне. Никаких упоминаний о чем-то ценном, никаких аномалий. Тупик. К вечеру я был совершенно вымотан, и не столько физически, сколько морально. Я снова сидел на крыльце, разбитый и опустошенный. Солнце садилось, повторяя вчерашний ритуал, но я не видел красоты. Я видел только следы протекторов от огромных колес его машины у моей калитки. 2 глубоких шрама на моей земле. И тут, глядя на эту взрытую, пораненную землю, я вдруг подумал, а ведь я ищу не там. Я ищу в прошлом, в бумагах, в легендах. А этот Штерн, он человек будущего. Его не интересуют сказки и старые карты. Его интересуют ресурсы, недра, то, что скрыто под землей. Мысль была настолько простой и очевидной, что я поразился, как она не пришла мне в голову раньше. Конечно, он не участок покупал. Он покупал то, что под ним. Но что? Вода у нас. В каждом дворе свой колодец. Глина, песок. Не те масштабы. Сумма, которую он предложил, кричала о чем-то несравнимо более ценном. О чем-то, что может изменить все. И в этот момент в моей памяти, как из тумана, всплыло лицо. Давно забытое, но родное. Лицо моего старого друга, Митьки Белова. Мы с ним учились в одном классе, сидели за одной партой, потом вместе ушли в армию. Я после армии в педагогический, а он, вечный мечтатель,
одержимый камнями и геологией, на геологический факультет МГУ, Дмитрий Андреевич Белов, кандидат геолога минералогических наук. Последний раз мы виделись лет 10 назад на встрече выпускников. Он рассказывал, что вышел на пенсию, живет где-то под Клином, возится с внуками и своей коллекцией минералов. Сердце забилось чаще. Геолог. Вот кто мне нужен. Кто, если не он, сможет заглянуть под землю и увидеть то, что скрыто от моих глаз? Решение пришло мгновенно, но действовать было не так-то просто. Это означало признаться в своем бессилии, потратить часть моих скромных сбережений, гробовых, как горько шутила Аня, на то, что может оказаться просто стариковской блажью. А что, если Штерн просто псих с деньгами? И я подниму на уши уважаемого человека, заставлю его тащиться в нашу глушь, а в итоге — пшик. Буду выглядеть полным идиотом. Я долго стоял у старого дискового телефона в прихожей. Пальцы не слушались, рука дрожала. Это был шаг в неизвестность. Шаг, основанный на чистой интуиции, на смутном подозрении. Но альтернативой было сидеть и мучиться, медленно сходя с ума от догадок. Нет, хватит. Я набрал номер, который нашел в старой записной книжке. Длинные томительные гудки. Я уже решил, что никто не ответит, как вдруг на том конце провода раздался знакомый, чуть скрипучий голос. Белов слушает. «Митя, это ты?» — с трудом выговорил я. «Это Колька Сидоров. Помнишь такого?» На том конце провода на мгновение повисла тишина, такая плотная, что я слышал собственное сердце, стучавшее где-то в горле. Я уже подумал, что он не узнал, забыл, что сейчас прозвучит вежливое «Извините, вы ошиблись номером». Но вместо этого тишину разорвал скрипучий, но такой знакомый смех. «Колька Сидоров! Черт побери, сколько лет, сколько зим! Я уж думал, ты в наших краях и не бываешь. Конечно, помню. Как такое забудешь? Как мы с тобой от медведя на практике драпали, помнишь?» Я невольно улыбнулся. Медведя, конечно, никакого не было. Был кабан, и не мы от него драпали, а он от нас. Но Митька всегда любил приукрасить. Это его черта. Эта мальчишеская восторженность, которую он пронес через всю жизнь, сразу согрела меня, растопила лед тревоги. «Помню, Митя, все помню», — ответил я, чувствуя, как напряжение понемногу отпускает. «Как ты? Как здоровье?» «Да какие наши годы?» — бодро отозвался он. «Песок сыплется, но порох в пороховницах еще есть. Копаю потихоньку грядки, воюю с колорадским жуком. Внуков тираню геологией, жена ворчит, что я весь дом в каменоломню превратил. Живем, одним словом. А ты как? Что заставило старого друга вспомнить? Голос у тебя какой-то встревоженный». Я замялся, подбирая слова. Как объяснить ему все по телефону? «Мить, тут дело такое странное. Не по телефону. Ты не мог бы ко мне приехать? На пару дней? К тебе? В Сосновку?» В его голосе прозвучало удивление. «Да хоть на неделю. А что стряслось-то? Родня? Здоровье?» «Да нет. Со мной все в порядке. Тут с землей моей что-то. Понимаешь, чутье у меня, что не все тут так просто, как кажется. Нужна твоя помощь, твой совет как специалиста». «С землей?»
Он явно заинтересовался. Я слышал, как на заднем плане жена крикнула ему: «Митя, у тебя картошка сгорит!» Но он, похоже, ее не слышал. Это уже интересно. Аномалия какая? Родник забил? Или, может, карстовый провал наметился? Да если бы, Митя, все гораздо сложнее. Приезжай, а? Я тебя встречу. Все Наймсти и расскажу. И грибов нажарю. Помнишь, как ты мои лисички в сметане любил? «Шантажируешь, старый хитрец!» Снова рассмеялся он. «Ну, как тут откажешь? Конечно, приеду. Дай собраться. Завтра к вечеру жди. Диктуй адрес. Как к тебе точно проехать?» Я продиктовал. Повесив трубку, я еще долго стоял в темной прихожей, прислушиваясь к коротким гудкам. На душе стало легче. Я был больше не один. У меня появился союзник. Пусть пока и не знающий всей правды, но настоящий верный друг, которому я мог доверять. Следующий день прошел в хлопотах и ожидании. Впервые за последние дни я проснулся с чувством цели. Тревога никуда не делась, но она отошла на второй план, уступив место деятельному нетерпению. Я навел в доме порядок, протер пыль с Анечкиных фотографий, перестелил постель в гостевой комнатке. Потом отправился в лес. Слава богу, год выдался грибной, и я быстро набрал полную корзину молодых упругих лисичек. Вернувшись, затопил баню. Нужно было встретить друга, как положено, по-русски. Весь день я нет-нет, да и поглядывал на дорогу. Сердце якало при звуке любого проезжавшего автомобиля. Мне начало казаться, что за мной следят. Утром мимо моего дома медленно проехала серая «Лада», притормозила у поворота, постояла минуту и поехала дальше. Может, просто заблудились? А может и нет. Я старался гнать от себя эти мысли, списывая все на расшатанные нервы, но ощущение, что я затеял опасную игру, становилось все отчетливее. Ближе к вечеру, когда солнце уже клонилось к закату, я услышал знакомое урчание. На дороге показалась машина, которую ни с чем не спутаешь. Старенький УАЗик Буха. Цвета хаки, чумазый, но явно на ходу. Он подпрыгивал на ухабах, как верный выносливый пес, и, наконец, фыркнув, замер у моей калитки. Дверь со скрипом отворилась, и оттуда, кряхтя, выбрался Дмитрий Андреевич. Он почти не изменился. Все та же копна седых, вечно взъерошенных волос, густые брови, живые смеющиеся глаза за стеклами очков в простой роговой оправе. Одет он был не по-дачному. Плотная штормовка, видавшие виды армейские штаны и тяжелые туристические ботинки. Человек, готовый в любой момент уйти в экспедицию. «Колька, здорово!» — крикнул он, широко улыбаясь, и пошел ко мне, раскинув руки для объятий. «А дом-то твой все стоит, как вкопанный, настоящая крепость». Мы обнялись по-стариковски, неловко, хлопая друг друга по спинам. «И ты все такой же, Митя», — ответил я, чувствуя, как к горлу подкатывает теплый комок. Ветер в голове и шило в одном месте. А как же иначе? Движение, жизнь. Он подмигнул и кивнул на свой фургон. «Поможешь выгрузиться? У меня тут аппаратура кое-какая». На всякий случай прихватил. Я заглянул внутрь буханки и присвистнул. Салон был забит какими-то ящиками, чемоданами, торчали металлические штыри, виднелись мотки проводов и приборы с экранами и шкалами. Среди всего этого хаоса лежал ноутбук, казавшийся гостем из другого мира. «Митя, ты что, геологическую партию привез?»
удивился я. «А я всегда во всеоружии», — хитро улыбнулся он. «Инструмент, брат. Он как солдатская винтовка. Всегда должен быть почищен и готов к бою. Никогда не знаешь, какая загадка тебя ждет за поворотом». Мы перетаскали часть его сокровищ в дом. Вечером после бани, распаренные и сытые, мы сидели на кухне. На столе дымилась сковорода с картошкой и грибами. В запотевшей рюмке переливался лунный свет, отражаясь от холодной водки. Мы вспоминали армию, общих знакомых, смеялись и грустили. И в этой теплой, доверительной атмосфере я, наконец, решился. «Митя, помнишь, я говорил, что дело странное?» — начал я. И друг сразу посерьезнел, внимательно посмотрев на меня поверх очков. И я рассказал ему все. С самого начала. Про черный автомобиль, похожий на броневик, про лощеного Штерна с мертвыми глазами, про его слова о стратегическом значении и про деньги. Когда я произнес 100 миллионов рублей, Митька не рассмеялся. Он даже не удивился. Он просто нахмурился, отставил рюмку, которую уже поднес к губам, и его взгляд из дружеского превратился в острый, анализирующий взгляд ученого. «Так», — сказал он тихо, когда я закончил, — 100 миллионов. Это уже не просто цифра. Это геологический признак. Косвенный, но очень мощный. Как рудное золото в ручье, самого месторождения не видишь, но знаешь, что оно где-то рядом, вверх по течению. Он встал, прошелся по кухне, потер подбородок. «Штерн, говоришь? Артур Эдуардович? Компания «Горизонт»?» Надо будет пробить по своим каналам, что это за фрукт. Но одно ясно уже сейчас, Коля, он не блефовал, и он не сумасшедший. Такие люди на ветер не то что 100 миллионов, 100 рублей не бросят. Он знает что-то, чего не знаешь ты. И это что-то лежит у тебя под ногами. Он подошел к окну и посмотрел во тьму, туда, где чернел мой огород. «Завтра с утра начнем. Для начала рекогносцировка. Пройдемся по участку. Возьмем пробы поверхностного грунта. Потом разверну георадар, посмотрим, что там у тебя в разрезе. Просветим твою землю, как рентгеном. Нужно понять, что за аномалию он нащупал. И знаешь что, Коля, мне чертовски интересно, какой же скелет зарыт в твоем огороде». Он повернулся ко мне, и в его глазах горел азартный огонек исследователя, наткнувшегося на великую тайну. В этот момент я окончательно понял, что поступил правильно. Моя тихая, упрямая война перестала быть войной одиночки. Теперь у меня был свой фельдмаршал. Утро встретило нас прохладой и туманом, который стелился по реке белым молоком. Я проснулся еще до первых петухов, давно отвыкнув от долгого сна. Но сегодня во мне не было привычной стариковской разбитости. Наоборот, по телу разливалось странное, почти юношеское возбуждение, какое я испытывал в детстве перед походом в лес или в канун Нового года. Сегодня что-то должно было произойти, что-то важное. Митька уже возился на кухне, гремя посудой. От него пахло крепким чаем и какой-то деятельной энергией. Он был в своей стихии. Пока я заправлял кровать, он уже вытащил во двор часть своего арсенала и раскладывал его на старом дощатом столе с методичностью хирурга, готовящего инструменты к операции. «Завтрак подождет, Коля», — заявил он, едва я вышел на крыльцо. «Утренние замеры самые точные. Пока земля еще не прогрелась, помех меньше. Иди сюда, буду вводить тебя в курс дела».
Я подошел. Митька с любовью похлопал по невзрачному металлическому ящику с проводами и шкалой. «Это, брат ты мой, резистивиметр. Проще говоря, омметр для Земли. Мы сейчас пустим по ней слабый электрический ток вот через эти электроды. Видишь ли, разные породы и минералы проводят ток по-разному. Глина и один показатель, песок другой, вода и третий. А если там в глубине есть что-то инородное, например, рудное тело, то прибор это сразу покажет. Он запищит, как твой кот, когда ты ему сметаны не додашь. Это будет наш первый взгляд во тьму. Его способность объяснять сложные вещи простыми житейскими словами всегда меня восхищала. Он мог бы стать блестящим учителем. Мы начали методичный обход моего участка. Это было похоже на какую-то странную процессию. Впереди шел Митька, сосредоточенно глядя себе под ноги, а я тащился следом с охапкой заостренных металлических штырей и мотком провода. Мы шли галсами, как говорят моряки, от одного края огорода до другого, и через каждые 5 метров Митька командовал: «Ставь!». Я втыкал в землю электроды, он подключал к ним провода от своего ящика, что-то записывал в толстую тетрадь, хмурился, бормотал себе под нос цифры. Я впервые в жизни смотрел на свою землю так пристально. Раньше для меня это был просто огород. Вот тут лучше растет капуста, потому что низинка, влага держится, а здесь картошка, место солнечное. А Митька видел совсем другое. «Гляди-ка», — сказал он, ткнув пальцем в землю у старого сарая. «Полынь как стеной стоит, а в 3 метрах от нее сплошной хвощ. Это не просто так. Хвощ любит кислую почву, а полынь — щелочную. Такой резкий переход на маленьком пятачке уже странно. Словно под землей проходит какая-то граница. Он брал пробы грунта, аккуратно ссыпая землю в пронумерованные холщовые мешочки. Я, проживший здесь всю жизнь, видел лишь комья земли. А он, казалось, читал ее, как открытую книгу. Он был настоящим волшебником, только вместо волшебной палочки у него были электроды и видавший виды блокнот. Первая половина дня не принесла никаких сенсаций. Прибор пищал ровно и монотонно, цифры в Митькиной тетради не вызывали у него бурных эмоций. Я начал понемногу скисать. Тревога сменилась разочарованием. Неужели я все это выдумал? Может, Штерн и впрямь просто сумасбродный богач, которому приглянулся мой вид из окна? Я уже представил, как извиняюсь перед Митькой за то, что выдернул его из дома ради своей паранойи. «Не торопись, Коля, не торопись», — будто прочитав мои мысли, сказал он за обедом. «Геология, брат. Это наука терпеливых. Мы пока только верхний слой пощупали, почвенный, так сказать. Самое интересное всегда глубже. После обеда развернем тяжелую артиллерию». Тяжелой артиллерией оказался прибор, похожий на газонокосилку с небольшим экраном. «Георадар», — с гордостью представил Митька. «Этот малыш посылает вглубь радиоимпульс и ловит его отражение. Позволяет увидеть структуру грунта на десятки метров вглубь. Построим тебе, Коля, подробную карту твоих подземных владений». И он начал медленно катить свой аппарат по участку, по тем же самым галсам, внимательно глядя на экранчик ноутбука, подключенного к радару. Я ходил за ним по пятам, пытаясь заглянуть через плечо,
но ничего не понимал в этих хаотичных цветных линиях и графиках. Я мог лишь следить за лицом друга. Сначала оно было спокойным, сосредоточенным, но потом, когда они подошли к дальнему углу сада, за старой баней, где у меня росла дикая малина, я увидел, как Митька остановился. Его брови сошлись на переносице. Он провел радаром по тому же месту еще раз, потом еще. «Что там?» — не выдержал я. «Тихо», — бросил он, не отрываясь от экрана. Он что-то быстро печатал на клавиатуре, меняя настройки. На экране появилось новое изображение. Поперечный срез земли, раскрашенный в разные цвета. Синий, желтый, коричневый. Вот, смотри. Он, наконец, повернул ко мне ноутбук. Видишь? Вот это сверху, желто-коричневое. Это твой суглинок. Нормальный, привычный. Глубже, синим, слой глины, водоупорный. Все как по учебнику для нашего района. А вот это... Он ткнул пальцем в плотную жирную линзу темно-красного, почти бордового цвета, которая клином вклинивалась в синий слой глины на глубине примерно 10-15 метров. Вот это, друг мой Сидоров, геологический нонсенс. Этого здесь быть не должно, понимаешь? Вся наша местность — это осадочные породы, которые миллионы лет накапливались слоями, как торт Наполеон. А эта штука, она как будто из другого теста. Плотность у нее зашкаливает. И электропроводность, судя по утренним замерам в этом квадрате, тоже аномально высокая. Это не вода, это металл. У меня пересохло в горле. Металл? Железо, что ли? Митька покачал головой, и в глазах его плясали азартные черти. Железная руда выглядит не так и не дает такой четкой границы. Нет, Коля, это что-то другое, что-то плотное, концентрированное и совершенно чужеродное для этих мест. Словно кто-то когда-то взял и засунул сюда, вглубь земли, огромную металлическую сигару. Мы проработали до самых сумерек, оконтуривая аномалию со всех сторон. Она оказалась не такой уж и большой по площади, занимала чуть больше сотки, как раз тот самый неудобный угол сада. Но в глубину, судя по показаниям прибора, уходило далеко. Вечером Митька не пил водку. Он расстелил на столе карты, распечатал графики и колдовал над ними с карандашом и линейкой. Дом наполнился тишиной, но это была уже не тишина покоя, а тишина напряженного ожидания, как в штабе перед решающим сражением. Я чувствовал себя новобранцем, который ничего не понимает в стратегии, но нутром чует. Грядет что-то великое. «Все это косвенные данные», — наконец сказал Митька, откинувшись на спинку стула и потирая уставшие глаза. «Радар, ток — это все хорошо, но чтобы понять, что это такое, нам нужен образец. Нужно пробурить скважину, хотя бы одну, и достать керн». «Бурить?» — ахнул я. «Так это же техника нужна, буровая установка. У меня есть ручной бур», — усмехнулся он. «Портативный, экспедиционный. До 20 метров берет. Тяжело, конечно, придется попотеть. Особенно нам, старикам. Но другого выхода нет. Нам нужно увидеть нашего зверя в лицо. Нужно взять его за жабры». Он подошел к карте и решительно ткнул в нее карандашом.
Бурить будем здесь, в самом центре аномалии. Прямо под твоими кустами крыжовника. Уж извини, Коля. Придется пожертвовать парой веток. Но, сдается мне, урожай, который мы можем собрать, будет стоить того. Он посмотрел на меня, и его взгляд был серьезным и твердым. «Ты готов, Коля? Завтра будет тяжелый день». Я кивнул. Я был готов. Страх и сомнения ушли. Осталось только жгучее любопытство и предчувствие невероятного открытия, которое ждало нас там, в темной, неведомой глубине, под корнями старого крыжовника. Ночь перед решающим днем была короткой и тревожной. Мы оба легли рано, но сон не шел. Я слышал, как Митька ворочается в соседней комнате, покашливает. Мы были как два солдата в окопе перед атакой. Каждый думал о своем, но оба чувствовали одно и то же. Завтрашний день проведет черту, после которой ничего уже не будет по-прежнему. Я думал о своей земле. Я впервые ощутил ее не как поверхность, по которой хожу, а как живое, многослойное существо, хранящее в своей темной утробе великую тайну. И мне было почти страшно вторгаться в нее, нарушать ее вековой покой. Утром мы не стали терять времени на долгие разговоры. Молча позавтракали, выпили по кружке обжигающего чая и вышли во двор. Митька уже собрал свой ручной бур, хитроумную конструкцию из стальных штанг, рукоятки и острого, как зуб хищника, наконечника. «Ну, с Богом», — сказал он, вытирая руки о штаны, и мы принялись за работу. Я никогда не думал, что в моем возрасте мне доведется заниматься таким тяжелым трудом. Мы работали посменно. Один давит всем весом на рукоятку, вращая ее, другой подсобляет, следит, чтобы бур шел ровно, и время от времени подливает в скважину воду. Земля не сдавалась без боя. Сначала поддалась легко, мягкий черный слой чернозема, который я удобрял десятилетиями. Потом пошел песок, и бур начал вязнуть. Но самым тяжелым испытанием стал слой синей глины. Плотная, вязкая. Она намертво обхватывала наконечник, и чтобы провернуть его хотя бы на сантиметр, приходилось напрягать все силы. Пот градом катился по моему лицу, заливая глаза. Рубашка на спине взмокла. Мышцы, давно отвыкшие от такой нагрузки, ныли и дрожали. Мы почти не разговаривали, обмениваясь лишь короткими хриплыми командами: «Давай! Навались! Вынимай!» Через каждые полметра мы с огромным трудом вытаскивали бур, чтобы очистить его от налипшей глины, и снова погружали в узкое темное жерло скважины. Это была настоящая битва. Битва двух стариков с планетой. Прошло несколько часов. Солнце поднялось высоко, начало припекать. Я чувствовал, что выбиваюсь из сил. В какой-то момент, когда мы в очередной раз пытались провернуть застрявший бур, у меня потемнело в глазах. «Все, Митя», — выдохнул я, отпуская рукоятку. «Не могу больше. Погоди, Коля, погоди». Его лицо было красным, взмокшим, но глаза горели упрямым огнем. «Чувствуешь?» Характер породы изменился. Слышишь звук? Я прислушался. Действительно, звук стал другим. Вместо глухого чавканья глины послышался скрежет, будто наконечник царапал что-то твердое. «Прошли мы глину, Коля, прошли!» — крикнул Митька. «И еще немного! Самый последний рывок!»
Собрав остатки сил, мы снова навалились на рукоятку, и вдруг хруст, и бур провалился на несколько сантиметров вниз, вращаясь почти свободно. Мы пробили. «Вынимаем!» — скомандовал Митька. «Осторожно, не торопясь!» Мы медленно, сантиметр за сантиметром, начали поднимать многометровую стальную змею из ее норы. Последняя штанга показалась на поверхности, и я увидел наконечник, забитый породой. Это была не глина. Это было что-то другое. Митька аккуратно выбил содержимое бура на расстеленный кусок брезента. Это был плотный, спрессованный цилиндр породы, тот самый керн, о котором он говорил. Верхняя его часть была серой, невзрачной, но нижние несколько сантиметров, они были другими. Темно-фиолетовые, почти черные, с какими-то металлическими блестками, которые тускло мерцали на солнце. Мы оба, как завороженные, опустились на колени перед этим неказистым столбиком земли. Митька достал из кармана складной нож и осторожно отковырнул кусочек темной породы. Протянул мне. Я взял его в руку и поразился. Крохотный осколок был неестественно, невероятно тяжелым. Он лежал на моей ладони, как кусочек свинца, холодный и плотный. Митька тем временем надел очки, достал из своего походного набора лупу и начал рассматривать образец. Он молчал так долго, что я не выдержал. «Ну что, Митя, что это?» Он не ответил. Он достал из ящика небольшой электронный приборчик, похожий на толстый маркер, и прижал его к образцу. Прибор пискнул. Митька посмотрел на циферблат, и я увидел, как его лицо медленно меняется. Удивление, неверие, а затем тихий, ошеломленный восторг. Он снял очки, протер их, снова надел, посмотрел на прибор еще раз. Потом он поднял глаза на меня. «Коля». Его голос был тихим, сдавленным. Так говорят люди, увидевшие чудо. «Ты хоть понимаешь, что у тебя здесь?» Я молча покачал головой. Это не просто руда. Это самородное месторождение. Концентрация такая, какой я в жизни не видел, даже в учебниках. Это Коля. Это моноцитовый песок с высочайшим содержанием скандия и итрия. Названия были для меня пустым звуком, но по лицу друга я понял, что это нечто невероятное. «По-простому скажи, Митя», — попросил я. Он глубоко вздохнул, пытаясь подобрать слова. «По-простому, Коля, это кровь 21 века. Это то, из-за чего сверхдержавы готовы воевать. Это сверхпрочные сплавы для авиации и космоса. Это самые яркие экраны для телевизоров и смартфонов. Это лазеры, томографы, высокие технологии. Граммы этих металлов ищут по всей планете, тратят миллиарды на их добычу и обогащение. А у тебя под ногами целая жила. Чистейшего, богатейшего сырья. Это не 100 миллионов рублей, Коля. Это даже не миллиарды. Цену этому определить трудно. Это стратегический запас страны. Я сидел на корточках перед кучкой темного песка на брезенте и ничего не чувствовал. Сознание отказывалось принимать масштаб услышанного. Космос. Лазеры. Миллиарды. Здесь, в моей Сосновке. Под старым крыжовником. Абсурд. А потом до меня дошло. Медленно, как доходит боль после сильного удара. Штерн. Он знал. Он не просто предполагал.
Он знал. Провел свои исследования. Тихо, втайне. И приехал ко мне, как паук к мухе. Купить за 100 миллионов то, что стоит, как целая страна. И он назвал меня дураком. Дураком за то, что я отказался отдать ему это сокровище за горсть стеклянных бус. И в этот миг шок и оцепенение прошли. Их сменила ярость, но не горячая, слепая, а холодная, как лед. Ярость униженного человека, который вдруг осознал всю глубину обмана и цинизма. Он хотел украсть не просто мою землю. Он хотел украсть будущее моих детей и внуков. Он хотел посмеяться над памятью моих предков. Он хотел растоптать все, что было для меня свято, и заплатить за это фальшивыми бумажками. Я медленно поднялся на ноги. Посмотрел на свой старый покосившийся дом, на яблоню, которую сажал с отцом, на тропинку, которую протоптала моя Анечка. И я вдруг предельно ясно понял. Не деньги спасли меня, неудача. Меня спасло вот это все. Моя любовь к этому дому, мое упрямство, моя неспособность променять воспоминания на комфорт. То, что Штерн считал моей главной глупостью, оказалось моей главной силой. Он думал, я цепляюсь за гнилые доски и старый хлам. А я держался за свою правду, за свою душу. И она меня не предала. «Митя», — сказал я тихо, и друг поднял на меня глаза. «Теперь я знаю, что делать». В моем голосе больше не было ни страха, ни сомнений. В нем была сталь. «Игра окончена, господин Штерн. Вернее, она только начинается. Но теперь по моим правилам». Эйфория от сделанного открытия прошла так же быстро, как и нахлынула, оставив после себя трезвую холодную ясность. Мы с Митькой сидели на кухне до глубокой ночи, и перед нами на столе, на чистой белой тарелке, лежал тот самый кусочек темной, тяжелой породы. Ключ ко всему. Он больше не казался мне чудом или проклятием. Теперь это было оружие. И нам нужно было научиться им пользоваться. «Один образец, Коля. Это, конечно, хорошо», — сказал Митька, отхлебнув остывший чай. «Но в серьезных кругах это просто курьез. Нам нужно официальное, неопровержимое доказательство. Бумага. С печатью и подписью. Чтобы ни один юрист не подкопался». Он объяснил, что наш Керн нужно отправить на спектральный анализ в настоящую лабораторию. Это был рискованный шаг. Информация могла просочиться, и тогда на мою сосновку слетелись бы не только такие стервятники, как Штерн, но и чиновники, и бандиты, и просто любопытные. Моя тихая жизнь закончилась бы навсегда. «У меня есть человек в Москве», — сказал Митька после долгого раздумья. «В Институте минералогии. Старый мой аспирант, Серега Панин. Парень толковый и, главное, порядочный. Лишнего не спросит и не сболтнет. Я ему позвоню, скажу, что для личной коллекции образец нашел. Попрошу сделать анализ в частном порядке. Он не откажет». Следующий день мы посвятили подготовке. Митька с почти хирургической точностью разделил добытые образцы. Часть мы упаковали в герметичный контейнер. Это была посылка для Сергея в Москву. Другую, самую выразительную часть мы оставили у себя
Это будет наш главный козырь. Остатки породы и все следы бурения мы тщательно замаскировали. Угол сада снова выглядел так, будто нога человека там не ступала уже много лет. Наша тайна снова ушла под землю, и только мы двое знали, что спит под корнями крыжовника. Пока посылка шла в Москву, и мы ждали результатов, в нашем доме воцарилась атмосфера военного штаба. Кухонный стол был завален картами участка, графиками с георадара и листами бумаги, на которых Митька чертил какие-то формулы. Мы начали разрабатывать план действий. Это была самая важная часть. Одно дело — найти клад, и совсем другое — распорядиться им мудро. «Можно, конечно, просто пойти в газету», — рассуждал я. «Поднять шум. Рассказать, как олигарх Штерн хотел обмануть бедного пенсионера». Митька покачал головой. «Шум-то ты поднимешь, Коля. Только в этом шуме утонет и правда, и справедливость. Приедут телевизионщики, сделают из тебя на неделю героя, а потом уедут. А Штерн откупится, наймет лучших адвокатов, которые докажут, что ты сам все выдумал, чтобы набить себе цену. И в итоге ты останешься у разбитого корыта, только еще и облитой грязью. Нет, публичность — это не наш метод». «Хорошо», — сказал я. «А если предложить землю его конкурентам? Наверняка у такого, как он, есть враги». «Есть», — согласился Митька. «И это вариант получше. Устроить аукцион. Столкнуть лбами 2-3 акул бизнеса. Они взвинтят цену до небес, и ты получишь свои деньги. Но...» Он сделал паузу. «Ты этого хочешь? Просто продать все тому, кто больше заплатит? Стать инструментом в их корпоративной войне?» Я задумался. А ведь и правда. Деньги, конечно, важны. Но после всего, что случилось, после этого унижения, мне хотелось другого. Мне хотелось справедливости. Мне хотелось посмотреть в холодные глаза Штерна и увидеть, как спесь сходит с его лица. Я хотел не просто победить. Я хотел преподать урок. Я 40 лет был учителем. И, видимо, это уже не вытравить. «Нет, Митя, ты прав», — сказал я твердо. «Я хочу, чтобы он сам приехал сюда. Чтобы он сел за этот стол в доме, который он назвал развалинами. И чтобы он услышал правду от старого дурака, которого собирался обобрать до нитки». Митька одобрительно кивнул. В глазах его блеснул знакомый азартный огонек. «Гамбит старого учителя. Мне нравится. Тогда слушай мой план. Это будет спектакль, Коля. И главная роль твоя». План был прост и дерзок. Я должен был сам позвонить Штерну. Но не с угрозами, а с капитуляцией. Я должен был сыграть сломленного, жадного старика, которого уломали родственники и нужда. Я должен был заглотить наживку, которую он мне оставил. Это был единственный способ выманить его сюда, на мою территорию. Через 3 дня из Москвы пришел ответ. Митька долго говорил по телефону с Сергеем, а потом положил трубку и повернулся ко мне. Лицо у него было торжественным. «Подтвердилось, Коля. Все, как я и думал. Даже лучше. Концентрация. Уникальная». Сергей в полном восторге уже строчит научную статью. Сказал, что это открытие мирового масштаба. Официальный протокол анализа будет у нас завтра с курьером. Теперь у нас на руках были все козыри. Пора было делать ход. Я нашел визитку, которую Штерн тогда бросил на стол на крыльце.
Гладкий, плотный картон. Золотое тиснение. Артур Эдуардович Штерн. Президент. Инвестиционный холдинг «Горизонт». Я смотрел на номер телефона, и сердце мое колотилось, как бешеное. Смогу ли я? Не дрогнет ли голос? Митька положил мне руку на плечо. «Ты учитель, Коля? Ты 40 лет держал в руках внимание целого класса сорванцов. А тут всего лишь один взорвавшийся ученик. Ты справишься». Я набрал номер. После нескольких гудков в трубке раздался холодный, чуть раздраженный голос секретаря. Я представился. Меня заставили подождать, слушая умиротворяющую классическую музыку, которая казалась издевательством. Наконец в трубке щелкнуло. «Слушаю», — бросил Штерн. Я глубоко вздохнул, вспоминая все унижение, всю злость. И заговорил, стараясь, чтобы голос звучал постарчески, надтреснуто и заискивающе. «Артур Эдуардович, добрый день. Это Сидоров вас беспокоит. Николай Петрович, из Сосновки». «А, Сидоров». В его голосе прозвучало торжество. «Надумали все-таки? Я же говорил, что пожалеете, что сын образумил». «Он самый», — прошамкал я в трубку. Да и сам я подумал. Годы не те, чтобы упрямиться. Жизнь, она заставляет. В общем, я согласен на ваше предложение. Вот это другой разговор. Его голос потеплел. Давно бы так. Значит, 100 миллионов. Мои юристы подготовят документы. Встретитесь с ними в городе? Нет, перебил я, стараясь, чтобы это не прозвучало слишком резко. Не в городе. Приезжайте сюда, пожалуйста. Я человек старый, мне по городам таскаться тяжело. Да и деньги хотелось бы сразу получить. Ну, понимаете, я сделал паузу, давая ему возможность насладиться своей победой над жалким жадным стариком. «Хорошо», — снисходительно согласился он после молчания. «Убедили. Буду у вас послезавтра, в полдень. С юристом и с чеком. Готовьте дом к передаче, Сидоров». Он повесил трубку. Я медленно опустил свою на рычаг. Все. Капкан захлопнулся. Митька смотрел на меня с восхищением. «МХАТ по тебе плачет, Коля. Прирожденный актер». Я не чувствовал радости, только холодную, звенящую пустоту внутри. И тяжесть. Я затеял страшную игру. Но отступать было некуда. Я подошел к окну и посмотрел на свой дом, на свой сад. 2 дня. У меня было 2 дня, чтобы приготовиться к главному уроку в моей жизни. Я ждал не покупателя. Я ждал ученика. 2 дня пролетели как один миг. Это было странное время, наполненное тишиной, но в этой тишине чувствовалось колоссальное напряжение, как в воздухе перед грозой. Мы с Митькой почти не разговаривали, понимая друг друга без слов. Мы готовили дом, как готовят плацдарм перед решающей битвой. Я вымыл полы, протер пыль, натопил печь, чтобы в доме пахло теплом и сухими березовыми дровами. На кухонный стол я постелил чистую, вышитую еще Анечкой скатерть. Поставил пузатый самовар, вазочку с малиновым вареньем и тарелку с домашним печеньем. Простая, безыскусная картина мирной жизни. Нарочито простая. Это была наша декорация. Главные же реквизиты — увесистый камень-образец
и официальный протокол анализа из Московского института в запечатанном конверте лежали в ящике старого буфета, дожидаясь своего часа. В назначенный день погода стояла на удивление ясная и тихая. Прозрачный хрустальный воздух, синее, высокое небо и солнце, которое уже не грело по-летнему, но заливало все вокруг ровным золотистым светом. Казалось, сама природа замерла в ожидании. Я надел чистую рубаху и сел на свое крыльцо. Страха не было. Была лишь холодная, звенящая решимость. Я был на своей земле. Я был у себя дома. И это давало мне силу. Ровно в полдень на проселочной дороге показался знакомый черный исполин. Он двигался медленнее и, как мне показалось, еще более надменно, чем в первый раз. Машина остановилась. Из нее вышел Штерн. Он был в том же безупречном костюме, с тем же выражением превосходства на холеном лице. За ним из машины выскользнул молодой человек в очках и с туго набитым портфелем. Юрист, сомнений не было. «Ну, здравствуйте, Сидоров», — бросил Штерн, подходя к крыльцу. Он даже не пытался скрыть торжествующие усмешки. «Рад видеть, что здравый смысл возобладал. Это мой юрист, Олег Игоревич. Он привез документы». Они вошли в дом. Я видел, как брезгливо юрист оглядел наше скромное убранство, как поморщился Штерн, входя в низкий дверной проем. Они сели за стол, и их дорогие костюмы, их аура богатства и власти выглядели в моей простой горнице так же нелепо, как фрак на сенокосе. «Давайте не будем терять время», — деловито сказал юрист, раскрывая портфель и выкладывая на стол пухлую кипу бумаг. «Вот договор купли-продажи. Сумма 100 миллионов рублей, как и договаривались. Деньги будут перечислены на ваш счет сразу после подписания. Вот здесь, здесь и вот здесь, пожалуйста, ваша подпись». Он пододвинул ко мне договор и положил рядом дорогую перьевую ручку. Штерн откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Он был победителем, пришедшим принять капитуляцию. Он смаковал этот момент. Я взял ручку. Пальцы слегка дрожали, но я справился с волнением. Я медленно перелистал страницы, делая вид, что вчитываюсь в мелкий шрифт. Олег Игоревич нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Наконец я поднял глаза на Штерна. «Знаете, Артур Эдуардович, все думаю», — начал я. И голос мой звучал именно так, как мы репетировали с Митькой. Постарчески слабо и нерешительно. 100 миллионов. Это ж какие деньги. Уму непостижимо. А все же, почему? Ну вот почему? Именно мой дом. Чем он так хорош, а? Место, что ли, такое удачное? Штерн раздраженно вздохнул. «Сидоров, мы же все уже обсуждали. У меня здесь планы. Крупный проект. Ваше строение удачно расположено. Давайте подписывайте, не тяните». «Да-да, конечно», — закивал я. Я обмакнул перо в чернильницу, которую специально поставил на стол, и занес руку над бумагой. Штерн самодовольно улыбнулся. И в этот самый момент я отложил ручку. «Нет», — сказал я. И голос мой прозвучал уже совсем иначе. Без старческой немощи. Твердо, чисто и громко. «Нет. Что-то мне подсказывает, что дело не в расположении».
Штерн и юрист уставились на меня. Улыбка сползла с лица Штерна, как маска. «Что это еще значит?» — процедил он. «А это значит, что урок начинается, Артур Эдуардович», — сказал я, вставая из-за стола. «Позвольте представить вам моего гостя, мой старый друг, Дмитрий Андреевич Белов». Митька, который до этого тихо сидел в углу на лавке, поднялся и подошел к столу. «Дмитрий Андреевич, знаете ли, непростой дачник», — продолжил я, наслаждаясь эффектом. «Он кандидат геолога минералогических наук, профессор. И ему тоже, как и мне, стало ужасно любопытно, что же такого стратегического находится в моем огороде». Митька молча положил на стол прямо поверх договора запечатанный конверт. Затем я подошел к буфету, достал тот самый темно-фиолетовый камень и с тяжелым стуком опустил его рядом с конвертом. «Вам знакома эта порода, Артур Эдуардович?» — спросил я в звенящей тишине. Я никогда не забуду его лицо в этот момент. Сначала недоумение, потом вспышка узнавания в глазах. Затем кровь отхлынула от его щек, и они стали землисто-серыми. Уверенная поза победителя рассыпалась в прах. Он ссутулился, впившись взглядом в камень, потом перевел его на конверт. Юрист, ничего не понимая, вскрыл его и начал бегать глазами по строчкам протокола анализа. Его лицо вытягивалось с каждой секундой. «Скандий и трий», — пролепетал он, поднимая на своего шефа испуганные глаза. «Уникальная концентрация. Артур Эдуардович, это...» «Молчать!» — прошипел Штерн. Он смотрел на меня, и в его глазах больше не было высокомерия. Только неверие, ярость и холодный страх человека, который поставил на кон все и проиграл. «Вы думали, вы покупаете 6 соток земли?» Заговорил я снова, тихо и отчетливо, как на диктанте. «Вы ошиблись. Вы пытались купить мою память, могилы моих предков, что лежат вон там, за рекой. Первые шаги моего сына вот на этих половицах. Слезы и смех моей жены, чей голос до сих пор живет в этих стенах. Вы хотели положить мою душу себе в карман и оценили ее в 100 миллионов рублей. Но душа, Артур Эдуардович, она бесценна и не продается». Я сделал паузу, давая ему осознать сказанное. «Вы проиграли не потому, что я нашел это», — я кивнул на камень. «Вы проиграли, потому что посмотрели на меня и увидели не человека, а старого дурака в развалинах. Вы не меня недооценили. Вы недооценили саму человеческую гордость, верность, любовь к своей земле. Вы решили, что в мире не осталось ничего, что нельзя купить. Вот ваш главный просчет. И за этот урок придется заплатить». Штерн молчал, тяжело дыша. Он был загнан в угол. «Что? Что вы хотите?» — наконец выдавил он. Я усмехнулся. «Я ничего не хочу. Я остаюсь здесь, в своем доме. А вот вы теперь будете играть по моим правилам. Эта земля не продается. Ни вам, ни кому-либо другому. Это достояние, которое принадлежит не мне, а всей стране, всем людям, которые здесь живут. Мы с Дмитрием Андреевичем уже готовим документы для передачи месторождения под контроль государства». Лицо Штерна исказилось. Это был удар ниже пояса. Потерять не только прибыль, но и саму возможность. «Но», —
продолжил я. Разработка потребует инвестиций. И тут вы можете пригодиться. Будет создан фонд развития нашего района «Возрождение Сосновки». И ваша компания «Горизонт» сделает в этот фонд первый очень щедрый взнос. Скажем, в размере 200 миллионов в качестве жеста доброй воли и компенсации за причиненное беспокойство. А я, так и быть, войду в попечительский совет этого фонда, чтобы проследить, что каждая копейка пойдет на дело. На новую школу, на больницу, на дороги. Для тех самых простых людей, которых вы так презираете. Это мое предложение. Берите или уходите. Но если вы уйдете, этот протокол завтра же ляжет на стол прокурора. Вместе с моим заявлением о попытке мошенничества в особо крупном размере. Штерн сидел раздавленный. Это был полный сокрушительный разгром. Его унизили, его переиграли, его заставили платить за собственную жадность. Он молча встал, даже не взглянув на своего юриста, и, шатаясь, побрел к выходу. У самой двери он обернулся и посмотрел на меня. В его глазах была чистая, незамутненная ненависть. Но он был бессилен. «Вы еще пожалеете, старик», — бросил он. Но это прозвучало жалко. «Я уже ни о чем не жалею, Артур Эдуардович», — спокойно ответил я. «А вам советую запомнить этот урок. Некоторые вещи не имеют цены». Он уехал. И на этот раз я знал, что он не вернется. Прошло полгода. Я сижу на том же крыльце, в той же своей старой скрипучей лавке. Дом не изменился. И я не изменился. Но мир вокруг начал меняться. За рекой, на месте пустыря, уже заложен фундамент новой школы. В деревню тянут газ, и рабочие кладут свежий, пахнущий гудроном асфальт. Фонд возрождения Сосновки работает. Иногда ко мне приезжают важные люди из Москвы, из министерств. Жмут руку, называют Николаем Петровичем. Митька смеется, говорит, что я стал местной достопримечательностью. А я смотрю на все это и думаю, что самое большое сокровище я нашел не в тот день, когда мы с Митькой вытащили из скважины кусок темной породы. Я нашел его гораздо раньше. Оно всегда было со мной. Это мой дом, моя память, мое простое стариковское упрямство. И моя вера в то, что есть вещи, которые не продаются. Никогда. Ни за какие миллиарды.